Ассалам алейкум. Приветствую всех. Так, давайте проверим, как картинка и как звук. Есть ли эхо, да, наше эхо. Машу, эхо нет. Все, ничего не трогаю. Да, ничего не трогаю. Да. Маш Вовер, Шаверга. Да. Сегодня 11 мая 2020 года. С вами снова я, Аслан Арцуев. Начнем мы сегодняшнюю передачу. Я бы хотел посвятить сегодняшнюю программу, хотел в первую очередь взрывам домов в Москве и в целом путинизму, который на протяжении 20 лет безгранично, бесконтрольно правит на территории самой большой страны в мире. Давайте сперва перейдем с нашим приветствием и потом продолжим. Так, ассалам алейкум, болом ва алейкум салам. Машволь, шавега, машволь, всех я рад приветствовать. Ассалам алейкум, ва алейкум салам, шалом, витаю, приветствую, hello, guten tag и так далее. Фриман антипутинизм на месте, Аслан Лорсу алейкум салам на месте, приветствую всех антипутинистов и антиимперцев, говорит Фриман антипутинист. Дэн Фон, ассалам алейкум, алейкум салам, чеченский след, ставьте лайки, друзья. Как найти, бонжур, бонжур, да, забыл сказать бонжур, да там много чего еще я забыл сказать. Аслан Керимо, ассалам алейкум, ассалам. Так, Шавига Машой. Давайте тогда особо не растягивая наш эфир. Витаю, Аслан, как дела, говорит Тор, витаю, Тор, все отлично, спасибо, как сам. Мокшал Ларила, Аслан, дал мула ден. Так, чеченский свет, алейкум салам. Юрий, здравствуйте, Аслан, что за рязанский сахар, можете рассказать, если не трудно? Конечно, Юрий, и сегодня я как раз хочу посвятить свою передачу, свою программу именно рязанскому сахару и разным другим аспектам жизни в России. Владимир Рабинович, шаломчик. Так, давайте тогда перейдем сразу к делу. Первое, что я хотел бы вам показать, это я хотел бы вам показать передачу рязанского телевидения с жителями дома 16/14 по улице Новоселов, города Рязани. Вы также познакомитесь с героем, даже в том числе и чеченского народа, хотя в первую очередь русского народа герой, потому что из жителей своего дома, с жителем, бдительным гражданином Картофельниковым, который спас не только себя и своих соседей в доме от неминуемой гибели, но и раскрыл секреты ФСБ. Нам, чеченцам, это особо не помогло. Вернее, нам это не помогло вообще. Война против нас была начата, геноцид против нас был устроен на глазах всего мирового сообщества. Все мировое сообщество видело, я про русских молчу, русские там 10, 20, 50 человек выходили на митинг, 100 человек выходили на митинг в Москве, и ничего не могли решить в этой ситуации. Но мировое сообщество, западные страны, европейские страны, Америка, которые, первое время пытались как-то там повлиять, но потом смирились и плюнули на все это. То же самое касается и арабских стран. Лиги арабских стран и многих-многих серьезных таких
организаций, союзов арабских, которые также не уроняли нефть, как сейчас они уронили, не решали какие-либо проблемы. За то, что арабский мир так отнесся к нам, к нашему горю, Путин напал на арабский мир, и в частности в Сирии, сейчас там в Ливии и в других местах ведет свою агрессивную политику, ведет геноцидную политику, массовые убийства происходят граждан, сирийских граждан, которые являются также арабами. И ну, за все приходится расплачиваться. К большому сожалению, конечно же, я искренне сожалею сирийскому народу. Я всегда их поддерживал, поддерживаю против этого Асада и вот этого путинского режима. Но факт остается фактом. Сотни тысяч убитых русскими бомбами сирийцев не было бы, если бы арабские страны, если бы ОПЕК плюс объединились бы и тогда уронили бы нефть, дали бы площадку, например, Масхадову в ООН выступить или в других каких-нибудь крупных организациях. И, то же самое касается и весь остальной мир. Коронавирус, который сейчас распространяется, у меня нет ни малейших сомнений, я в этом практически стопроцентно убежден, что коронавирус тоже исходит из лаборатории КГБ, в данном случае, который находится в Новороссийске, Новосибирске. Поэтому мы имеем то, что имеем. Если мы сегодня не думаем о завтрашнем нет, то завтра наступает и бьет по голове. Так, поехали дальше. Так, Чинхо на месте. Ассаламу алейкум. Хами телефон чаусарбай. Ва алейкум салам ашой. Туаряц де хам выговор мухтуас. Аудуец. Так, давайте сейчас я вам тогда переключу, и мы потихонечку будем смотреть эти передачи. Конечно же, Рязанское телевидение тут у нас. Так, давайте сейчас мы посмотрим, это пару минут, за 3 минуты займет почти, и потом уже перейдем другим нашим фильмам и роликам. Сегодняшний ролик, наш выпуск полуторачасовой, я в основном хотел бы посвятить именно этому. Если же у вас будут какие-то там факты, интересные моменты, тоже скидывайте, мы их будем обсуждать. И этой передаче, и этой теме. И если русские не заботятся о 307 убитых своих гражданах, то придется чеченцу этим заняться и всячески заступиться за эти 307 невинных жертв, убитых ельцинско-путинским режимом. Что тоже верно, это не только путинский режим, это КГБшный режим, и взрывы были во время правления еще Ельцина и его банды. Давайте послушаем. Скажите, как будет звук, чтобы я мог сразу, если что, изменить. Сейчас, одну минутку, чтобы смочь видеть ваши комментарии. В случае, если будет плохой звук, здесь я его уберу. Так, приятного просмотра. В номинации «Шутка года» первое место по праву получает история о том, как в Как подвале слышно, дома скажите? 14/16 по улице Новоселов обнаружили гексоген. Всю ночь жителям 12-этажки пришлось провести в соседнем кинотеатре. Правда, потом оказалось, что в мешках был безобидный сахар, и подкинули его сотрудники ФСБ. Шутники из этой серьезной организации ни словом, ни взглядом себя не выдали. Всем бы такое самообладание. Дорогие рязанцы, хочу поздравить вас. Вот тот самый Алексей Картофельников. Прошу любить и жаловать. Надеюсь, он еще живой. Хотя, ну, неизвестно. Но он уже факты сообщил, так что даже в случае его гибели, чего не хотелось бы, материалы имеются. С наступающим Новым годом. Пожелать вам всего-всего. Поменьше у вас было потрясений, побольше юмора, веселья в Новом году, чтобы закончились у нас все войны и мирно.
Вы слышали, что он сказал? Чтобы закончились войны. Вы понимаете, что этот человек понимает, что взрывы домов были для того, чтобы начать войну против суверенного, независимого чеченского государства, в котором в 1997 году фашистская Россия подписала договор о мире и принципах взаимоотношений. И вот этот человек понимает, что вот эта провокация, и именно поэтому он произносит про войну. Ну, небо над головой. Мирного неба над В головой. сентябре 99-го попытка теракта или учебная тревога. Журналисты пригласили жителей дома принять участие в телепрограмме. Спустя полгода после нашумевших учений, проводимых ФСБ в Рязани, журналисты вновь проявили к ним интерес, причем не только российские. Недавно к жильцам дома номер 14/16 на улице Новоселов приезжали американские репортеры. Вот если вы обратили внимание, мы с какой-то стороны, да, считаем, да, это очень важно на самом деле, что вот независимое расследование с Николаем Николаевым дало очень много полезной информации, да, там были приглашены сотрудники, это я тоже вам покажу, отрывки, перематывая, посмотрим. Вот это независимое расследование, потому что оно очень длинное, там 40-50 минут оно. Так вот, независимое расследование с Николаем Николаевым на НТВ было проведено после того, как туда приехали американские журналисты. Вот только что вы слышали. И после этого скажите, что если бы не было американцев, даже вот такого пустякового повода, да, хотя это очень серьезный повод, но даже такой повод дает основание сразу на НТВ провести целую программу. Давайте дальше. Слушайте внимательно. Это первые кадры, где они как бы прямо не обвиняют ФСБшников, потому что, ну, страшно. Но, по крайней мере, на многое намекают. А сегодня рязанцы отправились в Москву. Журналисты телекомпании НТВ пригласили их принять участие в программе «Независимое расследование». Тема, которая будет обсуждаться – игры спецслужб или неудавшийся взрыв. Игры спецслужб или неудавшийся взрыв. До этого произошло, напомню, 3 взрыва, 4 взрыва. 1 в Буйнакске, 2 в Москве, 1 в Волгодонске. И это 5-й взрыв должен был быть. И тут нам рассказывают, ну, какую-то такую сомнительную версию, что там игры. Конечно, игры, конечно. Только игры с человеческими жизнями. В студию должны прийти люди, имеющие непосредственное отношение к сентябрьским событиям, в том числе представители спецслужб. И будет предпринята попытка еще раз разобраться в том, что... Московской коллегии. Кроме них, вот вчера нам поступило заявление, что к нам придут представители ФСБ. В Москву поехали все, кто захотел высказать свою точку зрения на случившееся. Некоторые до сих пор не верят в официальное заявление спецслужб об учениях. Другие считают версию о теракте пустыми домыслами. Какой может быть взрыв-то? Все это ерунда. Это такой подставной чувачок, еще тут один такой же будет, который расскажет, что это все ерунда, не было никакого взрыва. Стоит на уши и все только. Там настоящее учение. Конечно, учение, да. А до этого 4 взрывов в России не было домов. Какой-то должен адвокат помочь нам, заставить их за то, чтобы они нанесли моральный и материальный ущерб. Я, во-первых, не знаю, какая политика будет у НТВ, у самого НТВ. Вот если вы обратите внимание, я раньше читал вот про этого человека, который сейчас выступает. Он говорит, что его там будут заставлять на канале НТВ, уже делается такая заготовка, что его будут на канале НТВ готовить, им будут вопросы, и они будут отвечать там уже по подготовленным ответам на подготовленные вопросы они будут отвечать. Этот человек не является жителем этого дома, об этом я раньше читал. Этот какой человек собрался, ну, рядом с теми, кто проживает в этом доме, и вот выдает такую утку, заранее уже как бы пытаясь навести тень на плетень. В какую они? Они сказали, что будут нас направлять, вы не волнуйтесь. В какую сторону нас направлять будут, я не предполагаю. Все это политическая возня, что зачем народ будоражить. В полдень подъехал автобус, и жители дома отправились в столицу. Один из отъезжавших наказывал жене сварить обед и следить за детьми. Марина Каляева, Леонид Лосев, телекомпания АК. Так, вот то, что мы увидели, произошло в Рязани. Далее
начинается сама эта программа. Сама программа на НТВ. И ее бы тоже следовало бы нам сейчас послушать. Но, забегая вперед, хотелось бы задать вопрос до того, как еще в Рязани с этими учениями были задержаны люди. Жириновский на заседании Государственной Думы задает председателю Государственной Думы Геннадию Селезневу вопрос. На прошлой сессии вы сказали, что дом Волгодонский взорван дом. Но дом Волгодонский еще не взорван, он взорвется только через 3 дня. И откуда у вас такая информация? Ну, это тоже надо самим увидеть, и это тоже является историческим документом, который ляжет в обвинение против вот этой фашистской России. Хотя жители этой фашистской России особо не пытаются что-то там доказывать. Давайте тоже посмотрим и потом можно будет обсудить. Это очень интересно. В 1999 году перед выборами президента, перед выборами в Государственную Думу начинают взрываться дома. И когда произошли взрывы домов, я сразу понял, что это, вернее, не понял, правильно сказать, а у меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. Значит, вот стенограмма заседания Совета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 13 сентября 1999 года. Селезнев, председатель Государственной Думы Российской Федерации, начинает собрание и говорит: здравствуйте, уважаемые коллеги, садитесь, значит, и начинается заседание. Значит, он начинает выступать, о повестке здесь говорит, и вот заявляет: Селезнев Геннадий Николаевич. Вот сообщение еще передает. По сообщениям из Ростова-на-Дону, сегодня ночью был взорван жилой дом в Волгодонске. Это 13 сентября Волгодонский еще не взорван. Сразу хочу заметить, что 13 сентября не был взорван дом Волгодонский. 13 сентября был взорван дом на Каширском шоссе. А дом Волгодонский был взорван 17 сентября 1999 года. То есть мне удалось установить, кто передал 13 сентября 1999 года записку Селезневу о том, что взорван дом. Эту записку ему передал Лях, его помощник, который в течение длительного времени являлся агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации, агентом российских спецслужб. То есть получается, что из ФСБ Ляху была передана записка о том, что взорван дом, чтобы Селезнев это озвучил на заседании Совета Государственной Думы. И они ошиблись во взрывах. То есть дом 13 числа они взорвали на Каширском шоссе, а написали, что Волгодонский. А Волгодонский дом они должны были взорвать по плану 17 числа. Внимание теперь. 17-го, сейчас одну секунду остановимся, 17 сентября 1999 года, день взрыва дома Волгодонский, пленарное заседание Государственной Думы Российской Федерации. Обращение Жириновского, это уже на тот момент, на уже 17 сентября, когда уже в Волгодонске подвезли грузовик и взорвали машину рядом с домом, и погибло тоже большое количество людей. И 13-го обращение Жириновского к Селезневу, озвученном еще 13 сентября 1999 года, сообщение о взрыве дома в Волгодонске. Что невозможно, да, невозможно, если вам не принесли записку, если кто-то не знает, что будет взорван дом в Волгодонске, из тысяч городов России назвать именно Волгодонск и так оговориться. Он не похож ни на Москву, ни на Буйнакск по произношению, ни на Рязань. И вот давайте послушаем, что говорит Жириновский. Жириновский, сразу замечу, тоже является гибнюком, но при всем при этом надо понимать, что
одна группа гибнюков пыталась захватить власть и захватила ее в конце концов в России, а другая группа гибнюков на всякий случай открещивалась от этого. Если что-то пойдет не так, а в любой момент могло пойти что-то не так. Единственное, что их объединяло, всех их, это ненависть к чеченцам. Это их великодержавный фашизм и ненависть к чеченцам. И они были готовы убить своих граждан и это сглотнуть. Главное, чтобы это великая их держава фашистская и чеченцы получили свое, там были наказаны, а великая держава, фашистская держава стала на 0,1% больше, чем она являлась. Давайте послушаем. Оставьте в покое сегодня наших министров. Вы же видите, что происходит в стране. Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. И в это время мы с вами занимаемся всем другими делами. Давайте этим займемся лучше. Как это произошло, что вам докладывают, что в 11 утра в понедельник взорван дом, и что, администрация Ростовской области не знала об этом, что вам об этом доложили? Все спят, через 3 дня взрывают, тогда начинают принимать меры. Вчера вы очень хорошо говорили о смене руководства Транснефти. А в это время сейчас рабочие в Красноярске отбиваются от такого же ОМОНа, когда Ленин пытается захватить предприятие, уже давно приватизированное. Давайте быть без двойных стандартов. Если вас интересует Транснефть, Владимир Вольфович, нас все должно интересовать с вами. Там, где царит беззаконие, мы должны вмешиваться. Давайте этот вопрос снимем. Да, хорошо, я понял позицию вашей фракции. Сергей Николаевич, пожалуйста, инструкции. Реагировать на ситуацию. Вот в Волгодонске произошло, где 6 депутатов фракции КПРФ. Они должны выехать туда и помогать, раз там спят местные органы и ждут, когда мы в Москве уже знали за 3 дня о взрыве. Они только проснулись, когда прогремело. Это вот не годится такой стиль работы, Геннадий Николаевич. Не годится. Это чудовищно, депутат Зеленов. Вы постараетесь, чтобы вы проиграли в своем округе. Вот этот горе-полковник бутафорный, фамилия которому Жириновский. Вот это враг номер 1 российской армии. Вот таких полковников к стенке надо было сказать. Вот это лицо, оно явно прикрывает. Все прекрасно в Думе, в Государственной Думе понимают, о чем говорит Жириновский. Об этом понимает Селезнев. Только что вы видели, как Литвиненко рассказывал, кто передал эту записку Селезневу. И все прекрасно понимают, что происходит. И вот этот человек говорит, вот я не знаю его сейчас фамилию, по-моему, была здесь фамилия сейчас написана. Вот этот человек явно, откровенно, открыто прикрывает, он затыкает. И в конце концов, Жириновского, Жириновского лишают на месяц слова, чтобы он не говорил больше. И одна группа КГБ заткнула другую группу КГБ. Конечно же, лишением слова одного депутата ничего не должно было ограничиваться. Для этого был русский народ, который должен был быть, а нет русского народа, нет русского общества, да, гражданского общества. Им глубоко плевать, взорвут их или не взорвут. И мне некоторые тогда еще рассказывали, что это невозможно в это поверить, как это возможно, это не может быть и так далее. Это очень хорошая отговорка, сказать невозможно в это поверить, ну и так далее, и так далее. Возможно или нет, но сегодня мы видим то, что мы имеем. Еще с того периода. И еще раз, это был виноват не только Путин и Патрушев, да, которые непосредственно организовывали и совершали это преступление. В этом был виноват Ельцин, КГБ, которая тогда управляла Ельциным. Если вы обратите внимание на переговорах с Яндербиевым и Ельциным, Ельцин и Яндербиев, важную очень роль, и справа и слева сидят 2 КГБшника, там фамилии, все имеется, которые непосредственно управляют этим процессом, управляют Ельциным как таковым.
Конечно, долю определенная свобода действий у Ельцина была, он как президент имел какие-то полномочия, но всегда подчинялся гибне, да, такому внутреннему государству, как его называют Пьянковский. Давайте дальше слушать. Или когда наши дети будут там служить, вот служат второй год. Вот, его уже второй год служит. Правда, с 99 году, что он там делает, да, с 97 по 99 год, вроде бы русско-чеченской войны нет, но вот этого мерзавца второй год служит. Вот, готовится к Дагестану уже, второй год служит, он там, ну, год больше уже служит, готовится к Дагестану защищать. Вот, значит, в 99 году еще Басаев не пошел в Буденновск, еще не пошел в Дагестан, еще не произошло много разных событий. А вот этого мерзавца, депутата Государственной Думы, сыночек, уже готовится к Дагестану. Ну, вот, интересно, да? Все, Александр Николаевич, достаточно. Владимир Вольфович. Владимир Вольфович, успокойтесь. Александр Николаевич. Если вы помните, тоже надо напомнить очень важный момент. Было такое время, когда Государственная Дума была прямой трансляцией, когда Россия была а-ля демократическая, там была свобода слова и так далее. Можно было прям на балконе сидели журналисты и постоянно, иногда в прямом эфире, если очень что-то важное бывало, можно было в любой момент зайти и смотреть. В принципе, в нормальной государстве, на нормальной Думе так и должно быть. Постоянная должна быть в интернет какая-нибудь там идти прямая трансляция, и ничего от этих слуг народа не должно быть утаено от народа. Да? Это они должны открыто, сколько их там сидит, кто пришел на работу, да? кто принимает участие в процессе обсуждения, принятия законов, ну и так далее. Ну, сейчас этого нет. Но тогда еще оставалось немного свободы у русских, которую они благополучно профукали. Светлана Петровна, пожалуйста. Вот, на Кавказе служил, тоже полковник. Полковник звания у Жириновского, он на Кавказе служил. Ну, видимо, как агенту, ценному агенту ему присвоили. Сейчас, я думаю, у него уже, наверное, как минимум генерал. Пожалуйста, горячего. Уважаемые депутаты, я прошу вас проголосовать за решение Владимира Вольфовича Жириновского голоса на месяц. Ну, хватит нам эти истерики выслушивать. Вот, Пожалуйста, смотрите. поставьте на голосование. Правильно, истерику. Задал прямой вопрос Жириновский. Он говорит: господа, за 3 дня вы сообщили, за 4 дня, 13 сентября вы сообщили, а есть стенограмма заседания Государственной Думы, она обязательно, она постоянно фиксируется. И это документ. От этого никуда не деться, ни Селезневу, ни Коммуниму, хотя Селезнев уже перед Богом отвечает за свои преступления. И его лишают, за истерику лишают слова. Вот вам вся Россия. И вся Россия молчала, все генералы молчали, гражданское общество русское молчало. Плевать, убили их 307 граждан. Потом идут убивать чужой народ, с которым у них подписан договор о мире. Нет русского общества, не возмущается русское общество. С радостью идут контрактники, как, например, Аркадий Бабченко и другие подонки и мерзавцы. Идут в контракт наемники, да, они у них называются контрактников. ЧВК «Вагнер» — это же не сегодняшнее изобретение. Это испробовалось все еще раньше, в том числе в Чеченской республике Ичкерия. Идут и грабить, и мародерничать, и удовлетворять свои садистские наклонности, убивая, калеча, мучая людей в огромном количестве. Чтобы лишить Владимира Вольфовича Жириновского слова на месяц, прошу проголосовать. Ну давайте, лишите Жирика на месяц. Тише. Жириновский, вы слышите? Жириновский угрожает, Геннадий Николаевич говорит: мы вас лишим слова, говорит. Он угрожает ему, но не получилось у него. Ну, посмотрим. Решение принято. Вот, смотрите, 297 человек за, против 0,
воздержалось 0 или 287, тут плохо видно. Короче говоря, единогласно, без единого голоса против, без единого голоса воздержавшегося, вся Государственная Дума проголосовала, чтобы заткнуть Жирика. Ну вот, и после этого нам рассказывают, что сейчас Государственная Дума какая-то путинская, там она подконтрольна, она и тогда была подконтрольна. Этих людей в 99 году, или когда у них там были выборы, в 98 году, по-моему, были, выбирал русский народ, в основном русский народ. И не нашлось ни одного, кто бы поднял этот вопрос, кроме Жириновского, который решил откреститься, что это его не касается. Ну, его группы КГБ, ФСБ не касается. И правильно сделали на самом деле. По крайней мере, они не несут за это ответственность. По крайней мере, за эти взрывы они не несут ответственность. Вот ваш двойные стандарты, говорит. Да. Ну что ж поделать, Вот такая вот судьба у русского народа. Конечно же, нам стоит тогда еще рассказать ситуацию с человеком, которого обвинили в этих страшных преступлениях, взрывах домов в 99 году. Это был Шамиль Басаев, который пошел в Дагестан, об этом тоже говорят, но надо еще раз напомнить, и постоянно об этом напоминать, что поход Басаева, рядового гражданина на тот период времени, да, не занимающего, имеется в виду, ни одного поста, и хоть он и был генералом, был бывшим большим чиновником, премьер-министром был нашего правительства, но при всем при этом на тот период времени, когда Басаев пошел в Дагестан провести свою спасательную операцию, и где он привлек добровольцев из числа местного нашего чеченского населения, Басаев, как и Гиркин сегодня, который открыто является полковником ФСБ, как он говорит, в отставке, который открыто говорит, что это он зажег фитиль войны на Донбассе, в Луганске, в Донецке, в Крыму. Это не являлось казусом белли, да, поводом к войне. И Басаевский поход, Басаевская вот эта спецоперация, спасательная операция, да, она так называется, спасательная операция, которую провел Басаев, выводя женщин, детей из окружения в Чебан-Махи, Карамахи, надо напомнить, что Аслан Масхадов сразу же заявил, что мы не имеем никакого отношения, осудил действия Басаева, и я лично также считаю, что не нужно это было делать. Но есть другая сторона этой медали. Те люди, которых они спасли ценой своей жизни, там погибло много наших чеченских парней, те женщины и дети, которых они там спасли, надо бы посмотреть им в глаза и им сказать, да, извините, мы не должны были вас, наши парни, отдавать жизни за то, чтобы спасти вас. Поэтому эта сторона обоюдоострая, да, две стороны у этого случая. Но при этом же мы имеем еще случай с геноцидом ингушского народа в 1992 году, когда Джохару Дудаеву так оставили выбор: помогать братьям ингушам или же официально заявить, что он не помогает. Наши чеченские парни ездили в Ингушетию, ездили в Северную Осетию, пригородный район, и там помогали, воевали против российской армии, ну и так далее. Но это оставим для историков. Шамиля Басаева сейчас нет живых уже, да, Лазват Обалдольцин. Правильно или неправильно, это уже пускай историки оценивают. Все, что можно сказать, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Сделал ли он правильно или нет, это уже
уже не важно, если честно. Давайте послушаем, что говорит человек. Его видео удаляют. Наверное, этот мой стрим тоже могут удалить из-за того, что я его продемонстрирую. Но почему-то на других каналах он висит. Это видео Шамиля Басаева. Но если стоит мне загрузить к себе его, сразу я получаю страйки, ну, сразу удаляется видео, ну и так далее. Давайте посмотрим человека, которого обвиняют. Да. Тогда, на тот период, Шамиль Басаев не был террористом. Он не объявлял джихад всему миру, он его и позже не объявлял. Но некоторые вещи, конечно, он уже тогда высказывал, недовольный помощью Запада и в том числе Соединенных Штатов Америки. И на это у него тоже были основания. Да? Мы рассчитывали, что наши бойцы, наше сопротивление рассчитывало, что Америка будет нам помогать в определенной степени. И когда произошло 11 сентября 2001 году, и террористы направили самолеты на американские дома, высотки, вся система, вся помощь чеченцам была свернута. Конечно, к этому причастны в первую очередь русские спецслужбы, но опять же мы не были виноваты в том, что на Америку кто-то напал. К большому сожалению, и получилось так, что наше сопротивление начало радикализироваться. Это тоже правда. Ну, давайте не будем отходить от главного, будем говорить о взрывах домов. Сейчас мы обсуждаем, пытаемся для истории внести свою лепту, для того, чтобы было понятно, что произошло осенью 1999 года. Вот Басаеву задают вопрос. Сыграл ли еще и взрывы в Москве, вот зданий, домов, жилых домов, когда вот, значит, начали взрываться в Москве жилые дома и во многих населенных пунктах. Вот. И самое главное, как вовремя. Да, и вот я бы хотел узнать вот еще ваше мнение по этому поводу. То есть до сих пор они, хотя говорят, что здесь и чеченцы взрывали, до сих пор нет ни одного фактора, где так, не было представлено ни одного фактора, когда бы не поймали конкретно никого, кто бы взрывал эти дома. Я лично удивлен тем, что русские до сих пор, короче, не нашли там чеченцев. Потому что по современной методике пыток, которые русские применяют в концлагерях, в первую очередь против чеченцев, по этой методике пыток давно пару тысяч чеченцев признались, что они совершили эти взрывы, и также, я думаю, даже признались. Да, здесь стоит напомнить очень важный момент. Почему, да, Басаев говорит очень логически верное замечание делает, говорит, почему до сих пор не нашли чеченцев, которые в этом признались. И мы знаем, что, конечно же, можно было бы найти, и находили, и так далее. Виновных, невиновных обвиняя, брали на себя ответственность за разные преступления. Но я считаю, почему не были чеченцы запытаны и заставлены принять на себя вот эти преступления. И это в первую очередь заслуга Алексея Картофельникова. Опять возвращаемся к этому человеку, который придал огласке и сорвал очередной террористический акт. После того, как ФСБ было поймано с поличными, все действия было прекращено, и все контакты, все, что связано, полностью было дистанцировано от этого преступления. ФСБ, группа ФСБ, которая проводила эти террористические акты, они дистанцировались от вот этого террористического акта, от все, что с ним связано. И если надо было пытать чеченцев, подписывать протоколы и так далее, там всегда нужно много моментов, да, учесть. Да, как бы нужно, чтобы этот человек оказался в этом месте, чтобы этот человек оказался связан с Басаевым там, и так далее, и так далее. Там много моментов. И когда так сильно внимание, такое большое внимание к этим террористическим актам, то другого выбора просто у них не оставалось, как просто оставить все как есть. И только благодаря этому пару тысяч чеченцев не нашлись, которые признались в этом страшном преступлении против русских граждан.
Жириновского. Я удивляюсь, почему до сих пор еще никто не признался. Вот все эти вот конкретно взрывы домов, Салман Радуев, он брал все эти взрывы, любые взрывы, которые происходили, он брал ответственность за эти взрывы на себя. Каково ваше отношение вот конкретно к Салману Радуеву? Я очень удивлен, что именно сейчас, когда Салман находится в плену, что сейчас он не признался в этом, потому что русские могут его заставить против его воли даже, потому что сегодня они ухищренные методы пыток применяют, и в частности накачивают наркотиками пленных. Да и вообще за пленных не считают сегодня вообще полное бесправие, это беспредел сильнейший идет. И практически кто хотя бы на неделю попадает к ним в руки, уже выходит оттуда полностью калекой. Поэтому очень удивительно, что они до сих пор не нашли, как говорится, чеченского следа в этом. Но с другой стороны, очень хорошую идею они нам подали. То есть у нас практически была проблема именно со взрывчатыми веществами, именно хорошие идеи, как сделать взрывчатку, подали. А так, тот же гексоген или любой вид взрывчатки, как сделать сегодня в интернете, только ленивый не найдет многотонные бомбы, которые просто... Там чистый пластик полностью. По этим взрывам я сказал бы... Вот, по взрывам. В ту войну мы такого не делали. Хотя геноцид был сильнейший, трудности были, это не делали. В эту войну тоже сейчас это не делаем. Спрашивают, зачем нам войны и нету, тогда практически мы только в Дагестан вошли, пришли, и то нормально, никаких проблем не было, мы победителями ушли оба раза. Зачем нам это взрывать? Просто элементарный вопрос. Выгоды-то нету. Если сегодня мы это взорвали, еще можно понять, там сейчас много, они здесь разрушили, много людей убили, трудности, ожесточенность, там можно сейчас это еще так понять, так сказать. Но тогда зачем? И тем более русские всю жизнь на крови своих граждан, используя свой народ как быдло, они всегда на них выезжают, и от того, что там пару домов взорвать и сотню другую человек убить, именно гражданских простых людей, кто от этого выиграет и какой нам от этого резон? Нам, именно чеченским муджахидам, которые в ту войну и в эту войну защищали тех же русских простых мирных граждан и здесь Чечни, и там России, нам, которые этих же солдат отдавали их матерям сотнями в ту войну и в эту войну, зачем нам эти взрывы делать? Вот ответ главного обвиняемого российской фашистской страной на то, что было в 99 году. Конечно, я не хочу, чтобы мой канал сейчас заблокировали, или еще раз я получил страйк по этому поводу, но при всем при этом, не обсуждая персону Шамиля Басаева, кто он был, кем он стал в конце концов, тогда в 99 году он дает четкий ответ, почему мы не делали это раньше, почему мы это не делаем сейчас. Ну, хотя мы могли это делать спокойно. И какой смысл убивать? Да? Одно дело захватить людей и сказать, остановите войну, выдвинуть требования. Другое дело уже убить этих людей. Одно дело их поставить под угрозу убийства и сказать, что если вы там сейчас не выполните условия, мы этих людей там расстреляем, допустим. И вот тогда уже власть России идет на то, чтобы там как-то вести переговоры и спасать жизни своих людей. Другое дело просто их убить. Просто убить. Никакого резона, никакого толка стратегического, тактического в этом нет в принципе. Наоборот, ты объединяешь народ, как потом позже и было, да, когда уже теракты проводились там, в метро, в Домодедово. Да, я не знаю, кто проводил эти теракты. Я видел видео на нечестном, скажем так, Кавказ-центре, что это был Дока Умаров, да, что вот Дока Умаров открыто там все говорил, что это мы совершили этот террористический акт там в Домодедово, там он попрощался там с парнем, с ингушом,
который должен был себя взорвать, ну и так далее, и так далее. Поэтому эти террористические акты не приносили никакой пользы, они приносили только вред. Да, если бы какой-нибудь там, я не знаю, в Норвегии это произошло бы, там еще в Испании, помните, когда был там массовый взрыв, вывели войска испанцы свои там из Афганистана, по-моему, или из Ирака. На таких общества может как-то это повлиять. И то там у них 2,5 человека было у этих испанцев в этом Афганистане или в Ираке. А там убили сотни людей в Испании от террористического акта. Россия никогда не вывела бы войска только из-за того, что вы взрываете и убиваете мирных граждан. Наоборот, им это нужно было. И это доказывает, вот эти взрывы домов в Москве доказывают, что им нужно, чтобы их население убивалось. И тогда есть страх, и этим страхом они консолидируют общество вокруг себя. Ну, как бы освобождают их, спасают их от этого страха. Это как в любом криминальном вот этом рэкетирском бизнесе, когда сперва ты создаешь проблему бизнесмену, потом предлагаешь решение, и все, и он тебе за это платит. Ну, та же самая схема проводится КГБшниками против своих граждан. Так. Давайте посмотрим, что вы мне тут пишете, потому что я очень много пропустил. И потом можно будет уже еще ответить. Потому что я видел разные, я не успевал читать, потому что хотелось присутствовать в этой теме, чтобы комментировать это. Поэтому я не все читал. Поэтому посмотрим. Так, всех приветствую. Видел Эда Мамедова тоже приветствую. Всем салам, всех приветствую. Так. Ну, давайте тогда посмотрим, что вы говорите. Так, начнем. Файтер Израиль. Именно так, с радостью шли убивать чеченцев. Я помню это. Да, я тоже это помню. Инсургент, мистер. Не знаю, как у Рашки, но над нами сейчас тоже тот еще. Мы должны вперед смотреть на безопасность нашей Родины, говорит Аслан Лорс. Аугусто Пиночет. Есть версия, что Басаев был завербован в ГРУ. Есть версия, что Аугусто Пиночет тоже завербован в ГРУ. Владимир Рабинович, есть исчерпывающее интервью с Басаевым. Все там чисто. Да, Басаев к этим терактам не причастен. Да, Басаев пошел в Дагестан. Это правда. Это исторический факт. Его отрицать никто не будет. Мы не собираемся никого там обелять. Виноват, да, мы будем называть вещи своими именами. Но если от нас требуют соблюдать презумпцию невиновности к разным русским фашистам и преступникам, на которых клейма ставить негде, то я требую, чтобы к Басаеву тоже применялся этот принцип презумпции невиновности. Доказано в суде, доказано 100% факт. Вот да, давайте тогда будем рассматривать, что вот этот человек является террористом и преступником. А там кто-то там решил, что Басаев террорист там по какому-то поводу, ну это его сугубо личное мнение. Повлиять я на него не могу, но я могу не согласиться. Так, Анзоринов, так, это не мне. Асланбек Тутаев, Масаек Саламашев, Дейлер Саламашев. Вы, Асланбек? Так, Маждада. В то время люди находились в какой-то религиозной эйфории. Стоило увидеть человека с бородой, он и брат, и сват чуть ли не боготворили. Хотя это может быть кот в мешке. Сегодня не хотят извлечь урок. Да, и сегодня тоже такой же. Это манипуляция такая происходит. Да, это ты прав. Так, Android S. Знание не замашу. Правильно. Фриман антипутинизм. Бюджет России в 1999 году, еще в декабре 1998 года, Госдумой были заложены расходы на войну в Чечне, а взрывы домов были совершены для оправдания начала этой войны. Абсолютно с тобой согласен.
И еще, я и раньше об этом говорил, и сейчас скажу, в 98 году меня пытались склонить к сотрудничеству ФСБ России, по Ленинградской, по Петербургу и Ленинград. И я об этом в своих стримах неоднократно говорил и буду об этом свидетельствовать. Да, и у меня есть такие факты, где мне в 98 году сотрудник ФСБ, который курировал Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет, мне лично говорил, что в 98 году Чечня не будет независимой, что мы установим там свою российскую власть. Это он мне говорил в 98 году. Что подтверждается и тем, что в бюджет это заносилось на 99 год, расходы на эту войну. Ну и все последующие вот эти действия, которые мы потом увидели. Так что я тоже свидетель. И буду свидетельствовать в суде, если меня позовут на этот суд. Так, Гонзалес, что думаете, Америка разве не самострел сделал 11 сентября? Нет, конечно, это же не Россия, Америка так не может поступить. Чино говорит, это по-чеченски. Маждада, если уберем все, что связано с неверными, ты его джинсы чаёчки десердуй. Говорит, если мы уберем все, что связано с неверными, да, как вы поняли, то мы с 9 года. Звонок в студию. Ответственность за взрывы домов Буйнакске и в Москве берет на себя освободительная армия Дагестана. Да, я не слышал. Буйнакске в Москве берет на себя освободительная армия Дагестана. Не слышал. У вас тут много, вы тут написали. Арцуев, давай острый тем, говорит Адам Грузин. Ну куда острее, Адам? Про эту тему все боятся говорить. Так, ассаламу алейкум, Аслан Авижери говорит. Так, Шамиль Басаев не террорист и никогда не был в базах. Да, я тоже не знаю, только у русских он террористом считается. Ну, у русских все считают, Закаев террорист, я уже скоро буду террористом. Да. Ну, давайте тогда перейдем к следующим. Так, мы Жириновского смотрели. Давайте полностью попытаемся просмотреть. Давайте сейчас коротко я бы вам показал Трепашкина. Да, потом мы перейдем чуть к длинному ролику. К Трепашкин есть такой, Михаил Трепашкин. Это ФСБшник, бывший ФСБшник. Он уволился из ФСБ и сейчас занимается адвокатской деятельностью. Конечно же, он ФСБшник. Но так как, находясь в ФСБ, он не мог заниматься этой деятельностью, потому что, считай, тогда к ФСБ расследует ФСБ, да, и тогда точно всех перемочили бы. Ну, Трепашкин, как настоящий русский офицер, кстати говоря, по-моему, он, если я не ошибаюсь, это его был аккаунт в Фейсбуке, ярый антисемит и кавказофоб. Просто, ярый просто. Такой обычный русский фашист, короче говоря, Трепашкин. Это чтобы вы не обманывались, кто такой ФСБшник Трепашкин. Это мое мнение, но я не претендую ни на что. Это мое мнение, которое я сделал об этом человеке. Так вот, этот человек уволился с ФСБ и занялся адвокатской деятельностью. И занимался расследованием. Ему подкинули пистолет, его посадили. И он очень долго писал заявление. И в конце концов его выпустили. По-моему, 2 или 3 года он отсидел за оружие, которое ему подкинули. Я верю, что ему подкинули. Да, потому что он реально пытался расследовать, да, эти дела. И поэтому давайте послушаем Трепашкин. Тоже как человек, владеющий информацией, не менее, чем другие участники этого. Литвиненко, который расследовал, сейчас Басаева, которого вы видели, Картофельникова, гражданина. Давайте послушаем Трепашкина. Тоже очень-очень он полезную информацию дает. Взрыва жилого дома в Москве на улице Гурьянова.
В результате этого взрыва погибли 106 человек, 264 человека, из них 86 детей были ранены. С нами Михаил Трепашкин, бывший сотрудник ФСБ, теперь адвокат. Он проводил расследование о взрывах в жилых домах в России. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Михаил, вы провели несколько лет в заключении, в частности, за ваше расследование по поводу этих терактов. Согласно имеющимся сведениям, согласно тому, что мы знаем, вы в ваших расследованиях выдвинули версию о причастности к этим взрывам российских спецслужб. Сегодня вы можете подтвердить, что есть такая возможность? Да, эта версия, она по-прежнему остается, более того, она усиливается. Я после уже освобождения, а провел я в заключении 4 года, 1 месяц и 8 дней в особо строгих условиях содержания. После освобождения получил еще ряд материалов, которые все же подтверждают именно мою версию. К сожалению, мне не удалось приступить к более активному расследованию, поскольку есть препятствия всяческие. И еще, к сожалению, те свидетели, которые могли подтвердить мою версию, начинают умирать. В частности, в этом году умер следователь Чайка Михаил Иванович, который расследовал непосредственно это дело, и который не один раз мне говорил, как чинились препятствия. Ну, а что касается меня, мне конкретно выдали ультиматум, когда я начал расследовать и вышел на некоторых лиц, связанных с ФСБ Российской Федерации, причастных к этому подрыву. Мне сказали так: уйди, иначе тебя посадят. Я считал, что убийца должны быть привлечены к ответственности, поэтому я не ушел из этого дела. Но закончилось тем, что меня посадили. Михаил, а каковы конкретные свидетельства того, что российские спецслужбы могли быть причастны к этим взрывам? Не могли бы вы в 2 словах пояснить, на чем вы обосновываете такие версии? Ну, один из доводов — это рязанские события, где были задержаны конкретно сотрудники. Второй момент: я когда начал работать по этому делу в качестве представителя потерпевших сестер Морозовых, я знал человека, который, робот которого был опубликован, и которого я знал точно как агента ФСБ Российской Федерации. Минутку. Вы слышали, что он рассказывает, что 2 человека, которые занимались тоже расследованием, уже умерли, не знаю, не говорит насильственным способом они погибли или нет, умерли. И тут он говорит, что одного человека с фоторобота он узнал как агента ФСБ. Значит, Трепашкин знает фамилию. Наверное, уже в материале есть. И там были какие-то там данные этих лиц. Давайте слушать дальше. Слушайте внимательно. Рязанские события — это когда в Рязани агенты ФСБ были взяты местными правоохранительными органами, когда они подкладывали мешки с, вероятно, гексогеном, потом об этом говорилось, что это был сахар. Там эксперты местные сразу определили, что это взрывчатка. Они сразу определили. А потом уже появилась версия, когда ФСБ прибрали все к своим рукам, появилась, что там сахар. Но я хочу сказать, что в Москве было тоже аналогичное задержание. Именно этих свидетелей я хотел представить на суд по делу Шамхаловой и Декушева, которые тоже подтвердили, что в Москве также была задержана при попытке подрыва дома с гексогеном группа лиц, которые оказались сотрудниками ФСБ. Слышали? Трепашкин рассказывает еще один удивительный, интересный момент, что в Москве тоже была задержана, еще, значит, одна попытка взрыва была в Москве. И были задержаны люди, которые оказались сотрудниками ФСБ. А в Рязани уже как бы это получило большую огласку, и уже поэтому прекратили эти террористические акты. К сожалению, мало писалось, но ФСБ знали, что эти лица придут, сотрудники РОПа, они придут в суд и дадут показания. Поэтому за неделю до начала процесса и предприняли все меры, чтобы меня локализовать. То есть посадили по стражу, подкинули пистолет. После чего вы провели 4 с лишним года в заключении. Да, там одно обвинение менялось другим, только бы держать под стражей. Пока не уйдет это как бы в историю, в забытие в определенное. Михаил, сообщается, что многие данные об этих взрывах по-прежнему засекречены. Вы можете нам что-нибудь конкретное сказать об этом? Абсолютно все засекречено, кроме приговора. И доступ туда нет, доступа к ним и невозможно, поэтому расследовать, пока не рассекретят, чтобы объективно все это, изложить.
Михаил, а вы не можете мне ответить на один вопрос, который, может быть, на него и нету ответа? Можно ли себе представить, чтобы такая большая государственная машина, как спецслужбы, занималась такими зверскими терактами против мирного населения собственной страны, и чтобы никто в этих спецслужбах не оказался, ну, хоть в какой-то минимальной степени нормальным человеком и не выдал эту страшную тайну обществу? Нет, ну, общеизвестно, что в 1998 году была пресс-конференция сотрудников ФСБ Российской Федерации, которые как раз и указывали о том, что в системе создано спецподразделение по убийствам, по заказным и так далее. Если такое было создано, почему бы не было и подорвать здание? А там ведь было немало трупов. И сотрудники некоторые, которые как бы решили все же искренне все рассказать, выступили на пресс-конференцию в 1998 году в ноябре. Однако потом, правда, поплатились за это, и практически все были уволены. В дальнейшем, как известно, Литвиненко, которого убили в Лондоне, есть сотрудники, которые были противниками этого, но система такая существовала. Это уже факт доказуемый, ничем не опровергаемый. Михаил, есть ли при сегодняшнем состоянии российского общества, российского государства, есть ли какая-нибудь надежда на то, что данные этого дела рассекретят и позволят независимым судебным органам провести настоящее расследование об этих страшных событиях? Нет, сейчас такой возможности нет пока. Большое спасибо. На наши вопросы отвечал российский адвокат Михаил Трепашкин. Михаил Трепашкин провел больше 4 лет. Больше 4 лет, оказывается. Я ошибся, не 2-3 года. Для меня, наверное, они пролетели как 2-3, для Трепашкина они подольше были. Вот что нам рассказывает человек, который непосредственно занимается этими расследованиями. У него много фактов еще имеется. Но пока, говорит, российскому обществу не нужно это все. Не нужно. Не хотят знать ничего. Ничего не хотят знать. Давайте тогда перейдем к расследованию Литвиненко. Это тоже очень важно. Это Литвиненко проделал большую работу. К сожалению, он был убит. Именно из-за этого расследования, я считаю. Хотя он проделал огромную работу. Александр Литвиненко был полковником ФСБ, очень много знавший про эту систему. Он как раз вот только что сейчас Трепашкин рассказывает, создавалась такая группа по ликвидации неугодных, в том числе политических оппонентов, противников. И Литвиненко со своими товарищами вынесли этот ссор из избы и провели пресс-конференцию. Доренко тогда у них брал интервью и так далее, и так далее. Но в итоге они все были уволены. И Литвиненко, как самый главный человек в этом деле, который занимался самым активным в этом деле, был посажен. И вот чудом ему удалось выйти из тюрьмы и бежать за границу. После этого Литвиненко и Анна Политковская, смилуется Всевышний над ними обоими, занимались помощью чеченскому народу, в том числе Анна Политковская и Александр Литвиненко добывали данные по всем военным преступникам, которые дислоцируются и совершают пытки, убийства на территории Чеченской Республики Ичкерия. И эти данные, по всей видимости, у нашего правительства имеются. Спасибо им большое. Давайте послушаем этот ролик, он тоже очень интересный. И очень важно нам вот это все знать. Нам нужно все это знать и сохранить для истории. Это займет чуть дольше времени. Президента перед выбором в Государственную Думу начинают взрываться дома. И когда произошли взрывы домов, я сразу понял, что это, вернее, не понял, правильно сказать, а у меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. Ну, одно из таких прямых доказательств, самых серьезных доказательств, что ФСБ взорвало дома, это попытка подрыва 5-го дома в Рязани. Значит, с 21 на 22 сентября ФСБ пыталась подорвать дом в Рязани.
Они этот дом заминировали. И по чистой случайности жители дома обнаружили эту взрывчатку. Приехали саперы, разминировали эту взрывчатку. Вот, завели уголовное дело с окраской терроризм. И начали искать террористов. И буквально через 1,5 дня они их нашли. Задержали этих людей, эти люди оказались офицерами ФСБ. Причем произошел такой момент, очень, знаете, как бы курьезный. В это время, когда их задерживали, проходила расширенная коллегия Министерства внутренних дел Российской Федерации. И министр внутренних дел Рушайло, в то время он был министром внутренних дел, он заявил следующее. Я, говорит, хочу поздравить наших коллег, предотвращен террористический акт в Рязани. Нами такая работа уже ведется. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. И как раз вот после этих слов по времени совпало, что задержали этих людей. Эти люди были офицеры ФСБ и тут же доложили Патрушу, что они задержаны. Тогда Патрушев буквально через полчаса в этом же самом здании выбегает из зала и заявляет, что это была не попытка взрыва, а это были учения. И там был не гексоген, а был сахар. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Все вещественные доказательства. Сахар у него был там, да. А в кокаине, который он с Аргентины вез, там была мука у него. Доказательства по делу, вот это они Зданович. опечатаны и находятся вот в этом. Мы не можем... Вот этот анекдот, вот этот спектакль, они нам рассказывали на НТВ в прямом эфире. Зданович, пособник, соучастник этого преступления, который скрывает это преступление. Вот в этом ящике, вот в этой упаковке, он не может это раскрыть, потому что это тайна следствия, и вот все тайны хранятся в этом мешочке. Это просто анекдот. Мы ее вскрыть без следователя, это решение должно быть определено. Но мы специально принесли и знаем, что это процессуально оформлено все было, закреплено в документах, чтобы не возникло вопроса такого, что вы говорите про сахар, написали одно, а там была взрывчатка. Он ничего не показал, достал пакет и говорит, а вот чтобы вы не говорили. Вот так они нагло лгут, эти ФСБшники. Да, они такие. Значит, вот стенограмма заседания Совета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 13 сентября 1999 года. Селезнев. Вот сообщение еще передает. По сообщениям из Ростова-на-Дону, сегодня ночью был взорван жилой дом в Волгодонске. Это мы уже смотрели сегодня, но... Это 13 сентября 1999 года. Сразу хочу заметить, что 13 сентября не был взорван дом в Волгодонске. 13 сентября был взорван дом на Каширском шоссе. А дом в Волгодонске был взорван 17 сентября 1999 года. То есть, мне удалось установить, кто передал 13 сентября 1999 года записку Селезневу о том, что взорван дом. Эту записку ему передал Лях, его помощник, который в течение длительного времени являлся агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации, агентом российских спецслужб. То есть получается, что из ФСБ Ляху была передана записка о том, что взорван дом, чтобы Селезнев это озвучил на заседании Совета Государственной Думы. И они ошиблись во взрывах. То есть дом 13 числа они взорвали на Каширском шоссе, а написали, что в Волгодонске. А Волгодонский дом они должны были взорвать по плану 17 числа. Нужно принимать меры. Пора кончать. Всю диаспору. Слышите, что говорит этот Лужков, который здесь миллиардер, чеченцы, его жена, Ельцина дети, все, кто причастен к нашим бедам и геноциду над нашим народом, со своими миллиардами приехали сюда, вложили. Вот Кох живет здесь у нас в Баварии, тоже себя прекрасно. Ходорковский, который через свой банк Минотеп отмывал деньги и там участвовал в первой русско-чеченской войне. Слава богу, во вторую его закрыли. Вот эти все мерзавцы, они начинают на нас охоту. Вот здесь приезжает Лужков, который недавно сдох здесь в Германии, в госпитале, отдал концы, короче, как говорится.
А вот он рассказывает как раз сразу же, давайте всю диаспору. Все. И совершили теракт 2-3 террориста, но надо всю диаспору поставить вот просто на уши. Вот посмотрите, что говорит этот мерзавец. Это очень интересно. Нужно принимать меры. Пора кончать. Всю диаспору. Ну, если он только решит, я, конечно, первый на улице поведу. Вы слышали, что значит, над чеченцами вот эта свинья, вот эта, которая стоит там боком, ухом, вот эта свинья собирается наводить террор. Всю диаспору чеченскую. Всю диаспору, да. Мы всегда с бандитами разговаривали на языке закона, а они с нами по понятиям. Сегодня быстро, решительно, сжав зубы, задушить гадину на корню. Если мы сегодня этого с вами не сделаем, завтра будет хуже. Да, Путину будет хуже. Так, это мы видели, поэтому мы это сейчас не будем смотреть, перемотаем. Где Жириновский, вот эти, Жириновского лишают слова. Давайте дальше. Юрист Российской Федерации Жириновскому Владимиру Вольфовичу, заместителю председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Вот, теперь Жириновского награждают, он становится заместителем председателем Государственной Думы следующего выбора. И вот он себя выторговал. Вот, считайте, теперь Жириновский заодно с ними. На тот период времени он пытался откреститься, но вот теперь заодно. Я прежде всего хотел бы извиниться. Вскоре после инцидента в Госдуме Владимир Вольфович Жириновский до 10 июня 1964 года носил фамилию Эдельштейн. В январе 2000 года избран на пост заместителя председателя Государственной Думы, на котором пробыл 11 лет до конца 2011 года. Заработал себе Владимир Вольфович. 29 декабря 2000 года получил почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» за заслуги в укреплении российской государственности и активную законотворческую деятельность. Вот он ваш какой жирик. Русские, вам не стыдно? Извиниться перед Владимиром Вольфовичем. Он последний по списку, но не по значению. Видели? Он не по значению. Когда я стал служить в КГБ, когда я служил в дивизии Дзержинского, придворной дивизии, я видел, как живут ЦК КПСС, я видел, как живут эти люди. Я прекрасно понимал, что эти люди просто-напросто обокрали мой народ. Появились очень богатые офицеры внутри ФСБ, которые ездили на дорогих машинах, имели дачи за границей, имели по нескольку квартир, имели счета в банках. Они управляли банками, то есть, как сказать, под криминальной крышей держали банки. И все прекрасно понимали, 96-й год он как бы был ключевой. И к 96-му году в ФСБ к руководству ФСБ начали возвращаться люди, которые, в принципе, всю свою жизнь занимались борьбой с инакомыслием, то есть бывшие офицеры 5-го управления КГБ СССР. И фактически сегодня мы видим, что офицеры спецслужб захватили власть. И в России управляют бывшие офицеры КГБ, бывшие офицеры 5-го управления государственной безопасности Советского Союза. Те, кто всю жизнь занимались борьбой с инакомыслящими. В 5-м управлении всю свою жизнь прослужил Путин, потому что никогда он в разведке не служил. Он всю жизнь служил в 5-м управлении КГБ. Даже находясь в Германии, он выполнял задачи 5-го управления КГБ. Я уже к тому времени знал, что ФСБ убивает людей без суда и следствия. Одно дело знать, что твой сосед по кабинету убивает, а другое дело убивать самому. И я, когда мне дали приказ убивать людей, я сказал, я этого делать не буду. Сначала не прямо, сначала просто не сделал тихо, молча. А потом, когда начали настаивать, я отказался открыто. Я поговорил со своими подчиненными. У нас был такой разговор. Я говорю, у нас есть 3 пути. Путь первый – начать убивать. И тогда, ребята, у нас уже пути назад нет. Конечно, мы будем жить богато, будем убивать в интересах своего начальства, и начальство нам разрешит убивать в наших интересах. Мы будем иметь большие деньги.
То есть, если ты можешь заниматься свободно убийствами, ну, 10-20 тысяч долларов в месяц ты можешь свободно заработать в Москве. Путь второй. Ну, если мы начнем убивать, то пути назад уже нет. Путь второй. Это просто этого не сделать. И, может быть, нас раскидают по подразделениям. Молча. И путь третий – открыто выступить. Если мы открыто выступим, то это все равно, что пойти на амбразуру дзота грудью. Я знал, что подняться против этой системы – это равносильно смерти. Что с нами будет, я сказал, я не знаю. Но мы должны сами решить, что делать. И мы несколько месяцев думали. И после этого открыто выступили против нашего руководства. Как открыто? Мы пошли в прокуратуру и написали заявление, что нам отдают преступный приказ. 25 марта 1999 года был арестован, посажен в тюрьму ФСБ Лефортово, где я просидел 8 месяцев по сфабрикованным обвинениям. Суд меня оправдал, признал невиновным. После слов судьи в зале «Освободить из-под стражи» в зал суда забежали офицеры ФСБ в масках с оружием, автоматами Калашникова в камуфлированной форме. Одели на меня наручники, выволокли меня из зала суда и отвезли уже в уголовную тюрьму, Бутырскую тюрьму отвезли. Уже третьи сутки Александр Литвиненко находится в Бутырском следственном изоляторе, куда он был доставлен с усиленным конвоем от РГУП ФСБ прямо из зала суда. Следователи не смутило, что Литвиненко был только что оправдан. Арест в зале суда – это нормальная юридическая практика? Я за 40 лет работы в судах в разном качестве с такой практикой никогда не встречался. Встретился впервые. Со мной встретился офицер ФСБ, полковник, и сказал: больше мы с тобой разговаривать не будем. Мы тебя убьем. Мы убьем твоего сына, 6-летнего. То есть, мне он сказал так, что тебя же судят не за то, что уголовное преступление совершил. Все знают, что ты их не совершал. А тебя судят за то, что ты предал систему, за то, что ты открыто выступил против системы. Путин уже стал президентом, и он уже начал выстраивать свою вертикаль власти. То есть эта вертикаль распространялась и на ФСБ, и на военную прокуратуру, на военные суды. Их, кстати, раньше других взяли под контроль, чекисты, во главе с Путиным. И никакой справедливости в этой ситуации мне добиться было уже невозможно. Мало того, еще угрожали убийством моему маленькому ребенку. И я принял решение покинуть Россию. Начинаем выпуск с последних новостей из Волгограда, где террористка-смертница привела в действие взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность оценивается в 10 килограммов тротила. Бомба сработала на входе в здание вокзала между дверями и рамками металлоискателя. По уточненным данным Следственного комитета погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 45, среди них находились дети. Жертв могло быть значительно больше. Произошло перед Новым годом в Волгограде, а также набор террористических предложений, которые сейчас разрабатываются в Всемирном государственном доме. Собственно, гость нашей студии, глава Думского комитета по безопасности Ирина Ровая. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Есть три темы, которые вызвали достаточно острые общественные дискуссии. Это право сотрудникам ФСБ на обыске, это интернет-платежи, которые анонимными больше не могут быть, и это регистрация в интернете. Давайте начнем с повышенных полномочий для ФСБ. Что вы предлагаете? Совершающие беззаконие могут увлечь за собой толпы, но это не значит, что они убедят Бога поменять мнение на их беззаконие. Все творящие беззаконие будут наказаны. Так вот, не будьте в их числе, только праведность угодна Богу. Библия, я так понимаю, Матфея 24:44. Ролик взят с канала Майкл 555, 777 и так далее. Литвиненко о взрывах домов. 3 февраля 2015 года. Так что, ну вот, если вкратце, хотя еще можно много об этом говорить, и мы должны об этом доносить правду, мы будем доносить. Наша международная организация, Ассоциация мира и права человека
президентом которой является Сайдамин Ибрагимов. Я являюсь руководителем немецкого отделения этой организации, этой ассоциации. Мы призываем всех людей, всех русских, нерусских, россиян, не россиян, всех, кто желает в этом принять участие. Мы открыты, наша площадка открыта для обсуждения, привлечения к общественности, внимания к этой проблеме. Давайте начнем доказывать преступления вот этой фашистской террористической банды ФСБ и привлекать виновников к ответственности, в конце концов. Должны же появиться какие-то группы людей, которые должны всячески пытаться расследовать. Даже возвращаясь к разным моментам, да, можно вспомнить разных русских демократов, либералов, которые все это время находились у власти рядом с Путиным. И только через какое-то время отошли от Путина, от этой системы. Но тот же Касьянов, например, после этих взрывов домов был премьер-министром. Радио Свободы, которое очень много делает и делала, русская радиостанция, приглашает разных этих людей к себе, не задает им острых вопросов, что тоже возникает вопрос, почему так. И сегодня фашистская хунта, которая находится у власти в России, зашла очень далеко. Она развязывает войны, применяет бактериологическое оружие, применяет радиоактивное оружие, как полоний, например, вот убийство, только что то, что вы видели, Александра Литвиненко. Также были убиты много других людей именно вот этим. Леча Борода был чеченец, пленный, был также убит этим полонием, да, есть все основания так считать. Применяются новички разные, убиваются здесь, Зелимхан Хангашвили был убит киллерами, присылаются люди, Имран Алиев был убит, Мансур Старый, ну и так далее, и так далее. Это пока только маленькое вот это количество убийств. Некоторые убийства остались неизвестными, потому что убийства совершаются под видом там инфаркта, там ДТП и еще какие-нибудь такие вот случаи. Но мы должны всячески напоминать миру и всячески должны привлекать к ответственности. Мы призываем, наша Международная ассоциация «Мир и права человека» призывает вас оказать посильную помощь в этом. Распространяйте эти ролики, распространяйте эти видео, информацию по этому поводу. Ну, если кто хочет, вы можете написать в Международную ассоциацию «Мир и права человека» на e-mail, который имеется на нашем сайте, и напрямую к Сайдамину Ибрагимову. Мы сейчас занимаемся, Сайдамин Ибрагимов в первую очередь занимается преступлениями, совершенными против чеченского государства, чеченского народа. Это акт агрессии, военные преступления, преступления против человечности и акт и геноцид, акт геноцида, убийство чеченского народа. Ну, также погибло много русских, и давайте, русские, просыпайтесь, пишите и занимайтесь, давайте все вместе привлечем максимальное внимание к этим страшным преступлениям, совершенные путинской фашистской Россией. Так, давайте тогда я чуть-чуть поотвечаю на ваши вопросы. Время наше уже заканчивается, и можно будет уже заканчивать наш эфир. Файтер Израиль. Аслан, браво, в точку каждое слово. Спасибо, Файтер Израиль. Так, Адам Грузинский. Во имя Аллаха, милостивый и милосердный, обращаюсь ко всем чеченцам. Распространяйте факты и материалы именно подрывов этих домов, ибо наша оккупация и уничтожение началась с этого и закончится этим.
Валлахи, Адам, абсолютно это так. Я об этом уже давно говорю. Именно на нас началось. И когда начнется разбирательство вот этого преступления, это страшное преступление на самом деле. Да, они убивали тысячи людей у нас в Чечне, тысячи детей они наши, десятки тысяч они убили, 42 тысячи детей они у нас убили. Но целенаправленно, зная, что там твои граждане для захвата власти, убить своих русских граждан, это было очень дерзкое и очень вызывающее преступление. И мы должны всячески привлечь к ответственности. И все, что было после этого, это будет уже терять всю юридическую силу. Путин и его банда, хунта, захватили незаконно власть. И они должны понести ответственность. Присоединяйтесь, господа, распространяйте эту информацию. По максимально давайте привлечем к этому внимание. На этом я хочу закончить свой стрим. Напомню только вот то, что пишет Фриман антипутинизм. За расследование взрыва домов ФСБ были убиты депутаты Щекочихин и Ющенков. Да, я об этом тоже много раз говорил, но в этом ролике обязательно было тоже хорошо это напомнить. Да, совершенно верно. На этом я хотел бы закончить свой стрим. Сегодняшнюю передачу, я считаю, она будет полезна для всех, кто думает, размышляет. И многих моментов, кое-каких моментов, основные, конечно, в этом ролике я упомянул, но не все, конечно, мы упомянули. И давайте будем распространять информацию и привлекать максимум внимания к этой проблеме. Всего самого хорошего, желаю вам всего самого лучшего. В среду на канале Reality Life выйдет стрим на чеченском языке, также где-то в 16:00 по Берлину. Всего вам самого хорошего, друзья мои. Не болейте. Ассалам алейкум. До свидания.